без одеял, без подушек. Вот так вот. Тут их, сколько их, трое? Сколько их человек? Сломанные кровати без матрасов, а на них истощенные старики, у которых даже нет постельных принадлежностей. Они ничего не говорят, но это молчание громче любого крика. Тут 5 человек, их матрас есть только у одного, везде весь разорванный. А вот так выглядит мужская палата. Эти фотографии сделала бывшая работница частного дома престарелых Дарья Рожина. Она проработала здесь всего лишь 2 дня, но этого вполне хватило, чтобы понять, что с этим местом она не хочет связываться ни за какие деньги. Ушла я оттуда за то, что я не выдержала всего вот этого. Ну, не то, что люди там лежачие тяжело, нет, больше всего психологически там тяжело находиться. После того, как девушка выложила шокирующие кадры в сеть, учреждением заинтересовалась республиканская прокуратура. На следующий день в пансионат нагрянула проверка. К визиту надзорного органа руководство дома престарелых готовилось. Вот, например, комната, которая еще день назад напоминала заброшенную палату, резко преобразилась. Появились и матрасы, и простыни, и подушки. Да и постояльцы вроде как довольны. Скажите, пожалуйста, как к вам здесь относятся? По-хорошему. Хорошо все? Да, Точно? точно. Не издеваются? Нет, нормально. А вот в эту палату попасть мы не смогли. Дело в том, что для сотрудников прокуратуры и журналистов руководство клиники устроило экскурсию на 1-м этаже. На 2-м ярусе здания комнаты закрыты на ключ. Как только съемочная группа дошла до них, директор частного учреждения стал выгонять журналистов. Там кто-то ходит. А мы можем в эту палату зайти? Нет. Отсюда стучались только что. Да, тут стучались только что. Вы директора спрашиваете. Директор вам сказал, уходим. Это не обсуждается. Ну а в чем проблема, если вам нечего скрывать? Я сказал, это не обсуждается. Покиньте, пожалуйста, территорию. Двери этих палат закрыты снаружи, изнутри ручек нет. А значит, в случае пожара единственный выход – окно. Но хотя бы без решеток, как это было в Стерлитамаке, когда постояльцы реабилитационного центра сгорели заживо. Сотрудники пансионата «Моя семья» говорят, соблюдают меры безопасности. Внутри-то нельзя открыть. Если человек больной сосудистой деменцией взбредет ему в голову покинуть пределы нашего пансионата, и вдруг у него это получится, и вдруг его собьет либо машина, либо просто кто-то убьет, отвечать нам. Это частная сеть пансионатов на территории Уфы и Уфимского района, их 2. Они обещают профессиональный уход и круглосуточный присмотр. На сайте фото просторных номеров, уровень не ниже люкса. На деле ободранные стены и снятые выключатели света. Между тем руководитель сети пансионатов сетует на проделки конкурентов. Открываются новые, кто-то закрывается. Порядка 7, 8, 9 конкурентов помимо нас работают. Может быть, кто-то просто мелкий и новенький решил себе освободить дорогу таким образом, потому что в плане коммерции мы для них представляем реальную угрозу. В их понимании мы забираем ихних клиентов. В республике поднимается шумиха. Башкирские чиновники предлагают усилить контроль над частными пансионатами на законодательном уровне. Из пансионата «Моя семья» родственники начинают забирать своих бабушек и дедушек. Супруги Думиновы на следующий день после проверок тоже поехали за своим отцом в учреждение, но живым они его уже не застали. Несколько дней семью не пускали к постояльцу, а позже, видимо, набравшись смелости, сообщили, что пенсионера больше нет. Основывались на постановлении ковид, но при этом сначала нас не пускали по поводу этого постановления, потом нас не пускали, сказали, что у него поднялось давление, он стал неходячим, и они самостоятельно стали его лечить. Сегодня мы договорились, что в итоге нас пустят, но в 3 часа получили звонок, что он умер. Они сказали в час, что дедушка у нас умер в час, но виртуальные услуги сказали, что у него достаточно сильные трупные пятна, что по сведению пансионата они не сходятся. Здравствуйте. А как можете прокомментировать, вот у вас пациент скончался? Постоялец. Где, как тут? В отношении руководителя Александра Васильева возбуждают административные дела, но признают частный пансионат создающим угрозу для жизни чуть позже. На этих жутких кадрах видно, насколько отчаялись постояльцы пансионата «Моя семья». 81-летний дедушка и еще один пенсионер сорвались с окна 2-го этажа, пытаясь спуститься вниз на простынях. Бежали, надеялись спасти, словно из тюрьмы, но все закончилось трагически. Пенсионер погиб, второй пожилой мужчина получил черепно-мозговую травму. Кадры падения снял случайный очевидец. Он был здесь около 2,5 лет. Я когда спрашивала, он говорил, все нормально, только скучно.
Скучно, потому что он у меня физически был здоров очень, а вот чисто с головой, то есть не дружил и мог там убежать, забыть, это было страшно. А здесь, я так понимаю, многие более физически немощные, нежели моральные, поэтому как бы ему было скучно. Тем более он привык всегда работать, пахать, ему нужно было что-то делать, там сверлить, пилить, и ему было скучно. С момента, как «Моя семья» оказалась в центре внимания, за 2 недели там происходят 2 загадочные смерти. На Александра Васильева заводят уже уголовные дела. На основании заявления прокуратуры Кировский районный суд приостанавливает деятельность пансионата в поселке 8 марта, а чуть позже и второго филиала учреждения в поселке Зубово. Прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором требует запретить деятельность пансионата. Ситуация, связанная с пансионатом «Моя семья», находится на особом контроле прокуратуры республики. Постояльцев забрали родственники. Тем, у кого не нашлось близких, выделили временное жилье. В учреждении находились более 20 пожилых людей. Не больно? Нормально? А эта женщина со страшными пролежнями, которые дошли до костей, была постояльцем частного пансионата с перспективным названием «Долголетие». Со слов родственников, Рамиля Ибрагимова до того, как попасть в учреждение, могла самостоятельно сидеть и передвигаться. Тревогу подняла невестка женщины, когда приехала проведать свою свекровь. Мы зашли, естественно, сразу, это запах мочи, запах вот этого, грязи. Прям вот чувствуется грязь, немытость. Не пахло каким-то, я не знаю, едой, борщом, столовой. Там нету домашнего уюта. Там заходишь, как будто, вот я не знаю, как вот камеру пыток, Освенцим какую-то заходишь. Вам здесь плохо, что ли? Вы аж плачете? Плохо. Плохо вам здесь? А вот как выглядит долголетие изнутри. Со слов Анатолия Стрельцова, пенсионер страдает от постоянных болей, но помощи нет. Благодаря реакции проверяющего прокурора мужчину сразу же забрала дочь из другого города. Некоторые постояльцы лежали на голых матрасах, а кого-то запускали до такой степени, что даже месяцами не стригли ногти. Да и рациону стариков не позавидуешь. Одна каша и сладкий чай. Вот из дома что приносит иногда, подкармливаем сами себя. Просто хотелось бы тут что-нибудь, творог, сметана, вот такой молочный, каша, хлеб, каша, хлеб, каша, хлеб. Пожарных выходов здесь нет, а значит, в случае возгорания путь один. Примечательно, но как раз на 2-м этаже и лежат неходячие пациенты. Как мы можем заметить, лестниц нет, но хотя бы окна не зарешочены. А в ответе за все это Лилия Васильева, директор частного учреждения. Бизнес семейный, ведь, как выяснилось, женщина является супругой руководителя другого скандально известного пансионата «Моя семья», где при загадочных обстоятельствах умирали люди. Вы попали в такую же ситуацию, как и ваш муж. Он как-то делится опытом, может, что-то подсказывать? Нет, ему сейчас не до этого. Не до этого, там уголовные дела. Хозяйка пансионата рассказала, что уже уволила тех сиделок, которые якобы издевались над стариками. В персонале остались только самые стрессоустойчивые и добрые люди. Не кричите на них? Нет, это бывает так, слегка. Когда они, бывает, что-то натворят, так не этот. Что они могут натворить? Или памперс оторвать там, или рвут, или, может, насать. Если деменция, смысл на них кричать? Деменция, да, но бесполезно все равно. Не понимают, а что делать. Иногда мы вообще не кричим на них. В ходе рейда сотрудники республиканской прокуратуры выявили множество нарушений. В судебном порядке надзорные органы добились приостановления деятельности изолятора для стариков, как его уже успели прозвать родственники постояльцев. Прокурором направлено ходатайство о принятии обеспечительных мер и приостановлении деятельности пансионата, а также эксплуатации жилого помещения. В Курултае Башкортостана вышли законодательные инициативы в Госдуму о лицензировании домов престарелых. Это должно дать государству рычаги для защиты интересов пожилых людей. А в парламентарии уверены, таким образом ряд учреждений отсеется, и в бизнесе останутся только те, кто не только видит способ заработать на стариках, но и обеспечит им своей деятельностью достойную старость. Внесенный башкирским парламентом законопроект будет рассмотрен уже в эту осеннюю сессию.